4 человека. Я, значит, занимался здесь, ну, своими делами занимался, они постучались, можно к вам? Я говорю, можно, конечно, проходите. Они, значит, зашли, и, значит, среди них священнослужителей был часовой мастер. Помните, при вас, не при вас был? Был часовой мастер. Значит, он сразу проходит сюда, разрешите, говорит, я говорю, да, пожалуйста, он представился, я говорю, часовой мастер. Но я не спросил, откуда они приехали, и он мне поведал такую историю. Значит, стоя здесь у часов, значит, посмотрел, говорит, вот здесь, говорит, износ. Я говорю, да, это вот у нас износ, вот эта болезнь наших часов. И он дал высокую оценку, что, но самое главное, что он сказал. У нас, говорит, на колокольне стояли часы, которые тоже, значит, отбивали время отбивали, значит, но, как вот Юлия Яковлевна говорит, что варварское отношение, но, говорит, никто не знал, почему у нас часы полностью вышли из строя, полностью пришли в этот, ну, полностью сломанные были, и даже они были утащены. Мы, говорит, хотели их это, а почему было сделано? Потому что никому это не надо было, значит, никто за этим не следил, и просто, говорит, когда хватились, а заводил, значит, у них также руками заводил, какой-то мужичок заводил там, надо, не надо, стоят, не стоят, то есть, и пришел и говорит, цель этого разговора такая, у вас, говорит, сохранены часы, говорит, я благословляю вас, что, пожалуйста, говорит, относитесь к этим часам, храните, значит, вовремя делайте. А мы, говорит, так жалеем сейчас, что вот эти часы у нас там не сохранились. Здесь сохранились более-менее, хоть они разобранные, что здесь у нас было большое предприятие военного значения, почтовый ящик. Здесь была территория закрыта и охраняемая. Охраняемая была. И когда шли реставрационные работы, здесь в этих работах был заинтересован сам директор завода. Был такой Хохотов. Он такой мужик был бойкий, значит, я лично с ним был знаком. Ну так, не дружеский, просто... В городе у нас тоже работал. А? В городе у нас тоже работал. Хохотов? Вот. Он, значит, был очень умный, очень, значит, у него, значит, какая-то ученая степень была.